В эфире новости расскажем о главных событиях к этому часу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Отработку контактов с заразившихся коронавирусом продолжают в Ленском и Алданском районах Якутии. Лаборатория молекулярной диагностики на COVID-19 начала работу в Нерюнгринском районе. В Усть-Алданском же заняты подготовкой к весеннему половодью. Там организовали временные гидропосты. За минувшие сутки 2 человека вылечились от коронавирусной инфекции, но вместе с тем 3 анализа показали предварительно положительный результат на COVID-19. 1 человек был выявлен в Ленском районе и 2 супругов в Алданском районе Якутии. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал глава региона. Айсан Николаев отметил, что накануне в режиме видеоконференц-связи провел совещание с участием главы Ленского района, а также глав соседних районов Мирнинского и Сунтарского. Он ознакомился с ситуацией на местах, дал ряд рекомендаций. Айсан Николаев отметил слаженную работу руководства Ленского района. К началу этого дня были выявлены все контактные лица, и у них произведен забор анализов на COVID-19. Человек, который прибыл из Армении, житель Российской Федерации, он был с самого начала самоизолирован, находился с женой на самоизоляции, но и по предварительным данным, вот еще раз говорю, у него положительный анализ вчера дал, круг лиц по нему полностью установлен, практически у всех уже анализы взяты, сейчас вот заканчивается уже забор анализов, и мы думаем, что ближе к вечеру сегодня по значительной части контактов мы получим уже результат. И хотел бы отметить, что в Ленском районе вот меры, которые принимает администрация района после совещания, которое я вчера провел по видеоконференции, на мой взгляд, вполне такие адекватные и достаточно своевременные. Касаемо Алданского района, предварительно инфицированным коронавирусом было выдано предписание находиться дома на самоизоляции. Однако есть все основания полагать, что предписание было нарушено, и один прилетевший, не выдержав 14-дневного срока нахождения дома, вышел в место массового скопления людей. Вместе с тем у нас есть сегодня информация о том, что режим самоизоляции, по крайней мере, одним из супругов был нарушен. И он находился на центральном рынке города Алдана. По информации, полученной с камер видеонаблюдения. Конечно же, учитывая то, что они являются оба супруга работниками вот этого рынка, это сразу ставит под большую, достаточно серьезную опасность уже многих людей, которые могли на этом рынке в это время находиться. Сейчас поэтому мною дано поручение строгое главе района убыстрить мероприятия по закрытию рынка, по выявлению лиц, находившихся на рынке, по самоизоляции этих лиц. К сожалению, здесь хочу сказать, что вот в Алданском районе действия, на мой взгляд, предпринимаются недостаточно быстро. Вот уже сейчас у нас время 11 часов, рынок, официального решения о закрытии рынка и о самоизоляции лиц еще пока не выпущено. Также глава отметил, что с сегодняшнего дня якутский Роспотребнадзор получил право не отправлять анализы на подтверждение в Новосибирский центр «Вектор». Сегодня также нами получено решение главного санитарного врача Российской Федерации Поповой Анны Юрьевны, что Якутскому управлению Роспотребнадзора дано право уже сейчас не отправлять анализы на подтверждение в лабораторию «Вектор» в Новосибирске, учитывая то, что у нас процент отказов минимальный, у нас вот из всех случаев, которые туда направлялись, только одна ошибка была. Нашему управлению дано право самим здесь подтверждать анализы без направления в Новосибирск. Это, я считаю, как раз показатель высокого качества работы нашей противоэпидемиологической службы, Роспотребнадзора в целом, ее лаборатории. Айсан Николаев накануне посетил аэропорт Якутска и лично ознакомился с мерами, предпринимаемыми в борьбе с коронавирусной инфекцией. Он осмотрел весь путь пассажира, начиная с выхода на трап и заканчивая выходом из здания вокзала. Глава отметил, что ежедневно через столичный аэропорт проходит порядка 300 пассажиров, и очень важно, чтобы именно здесь соблюдались все меры безопасности. Он также отметил слаженную работу сотрудников самого аэропорта, Роспотребнадзора, Минздрава и транспортной полиции. Благодаря этому труду налажена система по выявлению людей с высокой температурой и их уведомлению.
Аэропорты – это транспортные ворота нашей республики, это средства, через которые мы связаны с остальной нашей страной. И, конечно, речь об их закрытии сегодня не идет. Это прерогатива полностью федеральных органов власти. И вчера наш президент Владимир Владимирович Путин еще раз, когда разговаривал с нами, обратил особое внимание, что аэропорты, федеральные автодороги, железнодорожные станции, они должны находиться в рабочем режиме, должны людей обслуживать, люди должны иметь возможность улететь, прилететь. Но другой вопрос, что вопросы безопасности, конечно же, должны на местах уже нами на соответствующем уровне решаться. Актуальную информацию о состоянии больных коронавирусной инфекцией в Якутске нам рассказал главврач Якутской клинической больницы Николай Васильев. Добрый день. Сегодня 10 апреля в инфекционном отделении Якутской республиканской клинической больницы получает лечение 6 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция. 2 больных выписаны с выздоровлением. Состояние 2 пациентов средней степени тяжести. У остальных пациентов состояние стабильное, без ухудшения. Все лечебно-диагностические мероприятия проводятся в полном объеме. Уважаемые Лаборатория молекулярной диагностики на коронавирусную инфекцию начала работу в Нерюнгринском районе. Ее развернули в здании кожно-венерологического диспансера районной больницы. Первой партии в район поступили 3 тест-системы по 100 проб каждая. Далее, как заверили нас в руководстве медучреждения, маркеры будут доставлять еженедельно из Якутска. На сегодняшний день специалисты лаборатории выполнили более 100 анализов на коронавирус, все они отрицательные. Сформированы мобильные бригады, состоящие из фельдшеров-лаборантов, которые по предписанию Роспотребнадзора ездят по адресам и осуществляют забор анализов. После этого пробы доставляются централизованно уже в лабораторию, где врачами-лаборантами делается анализ. Министерство просвещения утвердило рекомендации об организации образовательного процесса. Учебным учреждениям нужно в режиме самоизоляции обеспечить выполнение учебных планов. Продолжить реализацию основных образовательных программ начального общего с 1 по 4 классы, основного общего образования с 5 по 8 классы и среднего общего образования 10 класс с использованием дистанционных образовательных технологий в течение апреля-мая. Обеспечить полноценную подготовку к итоговой аттестации для обучающихся 10-11 классов, а также к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Главам муниципальных образований поручено взять на контроль выполнение этих рекомендаций. Сотрудники полиции начали усиленное патрулирование улиц городов Якутск, Мирный, Нерюнгри и поселка Жатай. Пока полиция не применяет штрафные санкции, а ведет разъяснительную работу. Патруль организован в 2 смены с 9 утра до 20 часов вечера ежедневно. Основная задача – донести до людей, что в целях их же безопасности нужно оставаться дома. Я работаю в центре дезинфекции. Мне выдали справку, что я действительно там работаю, и вот наша организация не подпадает под ограничения указом главы, который был. Поэтому мы работаем, обеспечиваем, проводим дезинфицирующие какие-то мероприятия, там клининговые услуги также тоже проводим. И, соответственно, поэтому мы работаем. О том, как провести самоизоляцию с пользой, позаботились не только видеоплатформы и фитнес-приложения. Республиканский архив совместно с Национальной библиотекой предлагает каждому пролить свет на историю своей семьи. О том, как это работает, материал Саргаланы Неустроевой. Не так давно Национальный архив республики начал оцифровывать свои данные. Это значительно облегчило доступ к документам былых времен людям, заинтересованным и не только. Сейчас же все материалы также разместили на сайте Национальной библиотеки. Если рассказать о сегментах и тематических подборках электронной библиотеки Национальной библиотеки, то наиболее популярной тематической подборкой в эти дни является подборка «Семьи Якутии. Память рода». И все эти данные сейчас находятся в свободном доступе в нашей электронной библиотеке. И читатели, если, допустим, захотят узнать что-то многое о своих предках, могут свободно зайти и пользоваться этими данными. Для удобства каждого из пользователей материалы на сайте расположили по названиям улусов и наследников. В подборку вошли документы всех районов республики. Данный проект очень значимый для чего? Для того, чтобы посмотреть состояние наследников в 20-е годы,
в тот период, когда только-только наслега начинает становиться, и тот привычный облик деревень, который мы наблюдаем сейчас, он в 20-е годы только начал формироваться. И самое отрадное то, что можно, не отходя дома, сидя в кабинете, сидя там на кухне, например, да, через ноутбук посмотреть историю своей семьи. В подлинности найденной информации можно не сомневаться. По ним возможно узнать поименный состав семьи, количество десятин и даже скота. В коллекцию включены поселенные книги и посемейные списки с 1926 по 1928 годы. Как и у многих семей Якутии, у нас были вопросы относительно состава семьи наших предков, о полных именах некоторых его членов и о годах рождения. И благодаря этим поселенным книгам, к счастью, удалось восстановить часть этой информации. И точные данные о том, как их полностью звали, в каком году они родились, помогли мне углубиться в историю семьи вплоть до середины XIX века. Теперь провести период самоизоляции действительно можно с пользой. И что самое главное, интересно. Ведь история родословная – это история твоей родины. Это то, что объединяет каждого. А именно это нам сейчас как никогда необходимо. Сарглана Неустроева, Якутск. Подготовка к весеннему половодью началась в Усть-Алданском районе Якутии. Местная комиссия по ЧС организована с конца марта. Туда вошли главы наслегов, руководители организаций и предприятий. Всего на территории района 6 населенных пунктов, которые подвержены затоплению. Сейчас там по договору с Якутским управлением гидрометеостанции организованы временные гидропосты. Уточнены силы и средства по населенным пунктам и в целом по району. В период весеннего половодья планируется организовать всего 11 пунктов временного размещения населения вместимостью 1110 человек, а также 13 пунктов временного содержания скота. Суда на воздушной подушке готовы выйти на маршрут после закрытия переправы. Напомню, что автозимник Якутск-Нижний Бестяг завершит свою работу 16 апреля. Сразу после на линию выйдут суда на воздушной подушке. Их подготовка находится на завершающем этапе. Как и в прошлом году, стоянка будет располагаться на территории 202-го микрорайона. С 8 утра перевозчики будут ждать первых пассажиров. Курсировать суда будут по мере наполняемости. Всего на маршруте задействуют более 30 судов. На этом выпуск подошел к концу. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий, а мы будем держать вас в курсе новостей. Я напомню, что еще больше актуальной информации вы найдете на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.